Приветствую вас, уважаемые телезрители, на телеканале НТС Спорт. В эфире спортивная передача «Спорт Тайм». Я ее ведущий Азирет Туратбеков. Ну что ж, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Уважаемые телезрители, сегодня мы поговорим о кикбоксинге. Дело в том, что впереди у нас предстоит большой турнир по кикбоксингу, где примут участие наши отечественные спортсмены. Итак, к ним мы и, собственно, обратимся. Сейчас у меня в студии Дастан Шаршеев, чемпион Азии и Евразии по бирманскому боксу, а также победитель многих профессиональных турниров по K1. Дастан, здравствуйте. А также Шахриза Халилова, трехкратная чемпионка мира по тайскому боксу WMF, чемпионка Азии 2016 года, а также обладатель Кубка мира 2016 года по кикбоксингу K1. Шахриза, здравствуйте. Ну и, наконец, главный тренер национальной сборной по кикбоксингу Тахир Муратович. Тахир, здравствуйте. Ну что ж, добро пожаловать к нам в студию. Все такие заряженные бойцы. Ну, я тоже раньше был бойцом, но только в борьбе. Но сегодня мы поговорим, конечно, о кикбоксинге. И хотелось бы начать с вас, Дастан. Дастан, скажите, вы уже более-менее, ну как более-менее, вы уже известный на широкую публику боец. Скажите, легко ли поддерживать свой статус профессионала и чемпиона? Первым быть тяжело. Ты должен постоянно тренироваться и доказывать каждый раз, что ты первый. И для этого надо трудиться. А легко ли вам было достичь первой строчки в мировом рейтинге, так сказать? И сколько лет это заняло в общем? Я думаю, я еще иду к этому пути, к мировому рейтингу. И этот путь называется длиной жизни. И мы, например, спортом мы будем, наверное, всю жизнь жить и добиваться только лучших результатов. А сколько лет вам было, когда вы попали вот в секцию кикбоксинга? Ну, примерно 20 лет. 20 лет. Да. И в общей сложности вы уже занимаетесь этим ремеслом? 28 лет. 28 Сейчас лет. на 28, да. Ух ты, это серьезный результат. Вот, дальше вопрос к Шахризе Халиловой. Да, я бы, глядя на вас, не сказал бы, что вы кикбоксер, какая-нибудь топ-модель. Вот скажите, как ваши близкие отнеслись к тому, что вы решили заняться кикбоксингом? Ну, знаете, изначально они были против. Ну, потом, видимо, с прошествием времени, немножко углубившись в единоборство, потому что помимо того, что ты сам спортсмен, ты и свою семью как-то к этому располагаешь, они уже стали более-менее положительно к этому относиться, конечно, за исключением там разного рода травм, которые они видели, там слезы, сопли, истерики, кровь. Вот. А потом все-таки, знаете, занятие спортом, я думаю, это, наверное, если вот непосредственно к себе иметь отношение, то ну, употребление там спиртных напитков, там, я не знаю, табачных изделий и так далее, и спорт, несмотря на свой травматизм, я думаю, это меньше из зол. Может быть, как-то так они более лояльны стали, а может быть, менталитет немножко смягчился, потому что сейчас у нас все-таки век эмансипации, мужчины даже сидят на противоположном диване. Я сейчас даже лозунг Рибака в голову мне приходит, да. Шахриза, скажите, а во сколько лет вы попали в секцию кикбоксинга? И кто вдохновил вас? Вы знаете, мой спортивный путь, он начался на самом деле очень рано, там, порядка 4 лет мне было, но он начался со спортивно-бальных танцев. Далее, там, в переходный возраст, порядка 12 лет, в мою жизнь добавился тайский бокс. Ну, прежде, конечно, присутствовало карате там, и так далее, ушу. Знаете, всего намешало, так сказать. Но не могла себя найти в этом. Потом получилось так, что ближайшая секция, которая была к дому, была тайским боксом. Ну, я как-то так и занялась. Но, знаете, учитывая там непосредственно наше положение контактников у нас в республике, лучшими все-таки являются кикбоксеры. Я не хочу сейчас бросить камень в кого-либо, но давайте копнем чуть глубже, да, в предысторию. Сколько у нас есть чемпионов мира по кикбоксингу? Несметное количество, грубо говоря, да, и это огромная благодарность нашему наставнику, Воинову Александру Хусейновичу. И я считаю, что, наверное, мой профессиональный путь начался тогда, когда я пришла непосредственно в кикбоксинг. Вот, а сподвиг меня к этому сам наш наставник. Дело в том, что я, наверное, захотела чего-то большего и
выглядеть более эстетично, бить как вот на картинках, как там в видео каких-то спортивных, а не так, чтобы, знаете, обычно все привыкли к женским поединкам, когда там две девушки друг к другу волосы цепляются или там размахайку устраивают. Нет, я хотела чего-то больше. Ну, конечно, это пришло с огромным трудом, мы до сих пор идем мелкими шагами. А случались ли такие случаи, когда вы на улице применяли свои боевые навыки? Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос. Да, случалось, к сожалению. И вы налегке разбирались, да? Никто не ожидал, наверное, что такая девушка и меня раз-два хуком. Зачастую, да, было такое. У нас, к сожалению, у молодых людей складывается очень такое мнение, предвзятое, да, по отношению к девушкам, что вот, там, вот она идет по улице спокойно, нет, вот надо ее затронуть, да, грубо говоря, так. Когда ты человек единоборств, некоторые вещи ты не контролируешь, вот честно будем говорить. Потому что есть какие-то наработанные серии, вот мне главный тренер не даст соврать, которые на автомате ночью разбудить сделаешь. Ну и как-то вот. Ну, коль мы заговорили о главном тренере, давайте уже перейдем к нему. Тахир Муратович, главный тренер национальной сборной по кикбоксингу. Еще раз здравствуйте. Скажите, как давно вы знакомы с нашими сегодняшними бойцами? И расскажите о себе, как вы попали в мир кикбоксинга. Мир кикбоксинга? Это был далекие 90-е годы, грубо. В 99-м году. Я вернулся с Ташкента, я учился там просто, и именно учился почему? Мне нравились боевые искусства. И там была очень сильная секция тэквондо, ITF, потому что на мировом рейтинге узбеки шли там чуть ли не нога в ногу с корейцами. А в свои 16 лет я вернулся в Кыргызстан, на свою родину, и увидел по телеку, как раз были бои, там, Гермес профи, кикбоксинг, это так громыхало все, это, знаете, так заворожило, и все, я сказал, если я туда не попаду, то все это напрасно, мои тренировки, все это мне не нужно. И благодаря, видимо, этому ролику я и поступил в университет Международного университета Кыргызстана, а потом сделал так, сдал экзамены, перевелся на бюджетную группу, на 3-й курс приехал в Бишкек, был студентом и сразу пошел на кикбоксинг тренироваться. Ух ты. И моим первым тренером был Сатыбек Исакеев, он был первым номером тогда сборной, в 60 килограмм он выступал, у него боевой псевдоним был «Заводной». Кстати, Достан был последний из учеников Исакеева. Мы с одной школы, база одна идет, именно Гермес-1 она еще называлась тогда, в то время. И за 1,5 года попал в национальную сборную, потому что старался, очень спал и видел, ну, как они говорят, действительно это все кровью и потом дается. Вот. Но самое главное, чтобы было желание, намерение. Значит, мировую арену в качестве кикбоксера вы повидали, да? Да, я сам повидал. Я был членом национальной сборной, выступал за сборную Кыргызстана, являюсь вице-чемпионом мира. Именно в разделе K1, где будет Достан предоставлять нашу страну 25 февраля на предстоящем турнире, где он будет биться за пояс чемпиона мира по версии WBKF. С россиянином он будет. Так что, да, я сам прошел это, как говорится, и попробовал этой каши сполна. И зная уже, видимо, мне этим самым и легче, понимаете, в работе. Почему? Потому что я сам проходил это. Я знаю, что это такое, и поэтому с полслова понимаю, даже с полвзгляда понимаю спортсменов. Вот. И легко ли стать буйному бойцу, так сказать, уравновешенным тренером, который должен утихомирить своего подопечного? Самое главное в спорте и в этом у нас дисциплина. Буйный боец, он буйный на ринге. Он с уважением относится к сопернику, он его любит, он его уважает. Но никакой пощады, потому что здесь победитель и есть проигравший. А после этого это уважение, адекватные ребята. Я вам скажу так, хорошие спортсмены, они никогда на улице не буйные. Они буйные только вот на ринге, потому что они относятся к этому с профессионализмом, как к работе, понимаете. Вот. И наша задача именно стараться, чтобы они раскрылись еще больше, чтобы относились как к работе. Потому что, выполняя определенную задачу, ты, естественно, получаешь, как говорится, премиальный, там, бонус, ну, по жизни, да, вот это все должно быть. Вот. Хорошо, ну, раз уж мы заговорили о кикбоксинге как о работе, Достан, вам вопрос. Прибыльно ли это дело, кикбокс, у нас в Кыргызстане? В 2 словах. Ну, прибыльно ли? Да, прибыльно ли? Но если человек достигает до определенного уровня, да,
этим можно заработать. Я это не скрываю, об этом все знают. Вот в начале своей карьеры обычно профессиональные бойцы, они пытаются совмещать 2-3 работы вместе со своими тренировками. А у вас были такие случаи, когда вот вы и занимались спортом, и приходилось подрабатывать где-то? И во сколько лет вы пришли к тому, что все, спортом единым я буду заниматься? 25 лет. 25 лет? Да. Вы пришли к тому, что спорт вас прокормит. А до этого приходилось работать в других сферах. Если расскажу, вы не поверите. Ну, давайте поверим. Наверное, Агай тоже не знает. Ну, это редкие люди знают, которые я рассказывал это. Да, у меня вот, совместно я работу совмещал с тренировками. Я, получается, в Москве работал, ну, как и наши граждане сейчас работают. И я работал в таком большом ресторане, где я работал котломойщиком. Котломойщиком? Да, это значит, я посуду мыл. Посуда там большие, да, вот такие там кастрюли. И в тот же момент я вечером вот все вот мусор, который накапливался, я их всех собрал в одну кучу такую, и вот в тачку положил, и где-то вот далеко на тачках, вот так, представляете? Тяжелая На работа. мусор отвозил, да? На мусор отвозил. А ты расскажи то, что ты начинал здесь. Как ты приехал с Иссыкуля, как ты устроился в службу охраны, охранником работал сначала. Так, Говорит, здесь Агай не знает. поподробнее достань. Агай здесь все знает, просто он до работы Агая, знаете. Вы охранником, грубо говоря, вышибалой тоже работали? Ну, это говорят, ну, наверное, так будет неправильно. Ну, это, ну, служба порядка, можно так сказать. служба Где наведет порядок. 19 лет я, наверное, вот приехал в Токмок, Гавайи. Вот именно там и начиналась профессиональная карьера моего спорта, можно и так сказать. Вот первые ступеньки именно в Токмаке. В тот момент я вот судьба вот так сам меня навел на первого вот моего тренера. Это Исакеев Сатыбек. Это, получается, я вот последний ученик. До этого вот Агай тренировался у нашего тренера Исакеев Сатыбек. Он очень заслуженный тренер, кандидат в мастер спорта, многократный чемпион мира. Он, можно сказать, весь мир объездил, в Америке сколько боев провел. Мастер спорта международного класса. Мастер спорта международного класса. И вот очень титулованный, очень воспитанный человек. И как-то так получилось, я к нему чисто случайно попал. И Он увидел у вас потенциал, да? не, он просто сам тренируется. И мне было интересно с ним тренироваться. И совместно мы начали тренироваться. И вот потом, когда мне уже было 20 лет, он меня отправил в Москву. Это другу своему, это Канибек Бекпоев, президент Федерации бирманского бокса. Он отправил в Москву. Вот, как я в Москву даже вот поехал, я вот расскажу, это очень интересно. Да, вот. В тот момент у меня даже на билет денег не было. Ух ты. И как вы выкрутились? На билет денег не было, на питание денег не было. И вы же все понимаете, наверное. И Окулята, Алмаз. Крестный отец. Крестный отец в тот момент. И Сатыбек и Исакеев, они друзья. И говорят, Алмаз, Окулята, в тот момент был капитаном милиции ЖД вокзала. И говорят, давайте этого парня отправим в Москву. И именно в этом парне вижу большое будущее. И они как-то согласовались, и меня отправили, ну, так, сленг называется «зайчики». Зайчик. Да. Безбилетник, да? Безбилетники. И вот первый мой профессионального бокса начался с безбилетника, зайчиком. И вот так, ты вот так прыгаешь с каждого вагона, вот так чик-чик-чик-чик, и вот так трясут. Ух ты. Спасибо тем, кто поддержали Дастана, благодаря тому, что вы его пропустили. Вот сидит рядом с нами чемпион Азии и Евроазии. Спасибо. Из зайчиков чемпионы, да, Дастан? Ну, Шахриза, к вам мы вновь возвращаемся. Скажите, Шахриза, случались ли у вас, так сказать, тренировочные романы? Ой. Потому что вы непосредственно по несколько дней, месяцами, неделями находитесь вместе с командой. Бывали ли такие случаи? Когда искра тренировочная как-то между вами загоралась? Не было такого или
Вот честно скажите, вот не надо, Дастан тут мне подмигивает. Я шучу, конечно. Знаете, будем точными, он подмигивает вам, а не мне. Ну как, знаете, наверное, в силу того, что действительно люди проводят очень много времени вместе, отношения у них могут сложиться там. И ни для кого не секрет, что спортсмены люди темпераментные такие. Вот. Но что касаемо нашей сборной, непосредственно сборной кикбоксинга, у нас очень братские у всех отношения друг к другу. Ну, помимо того, что мы там в ринге готовы выбить друг из друга всю дурь, так мы относимся друг к другу очень дружески. У нас, там, начиная от старшего брата, от бывшего члена нашей сборной, капитана команды, бывшего Кумара Джалиева. Он старший наш брат, так сказать, моего поколения, интернет-профи. Вот. И как-то у нас все так по-семейному, что не возникало такой мысли там, заводить какие-то отношения в сборной и так далее. Вот скажите, вы 4 раза брали чемпионство мира по тайскому боксу. И в каком году вам было легче больше всего? Скажите. Знаете, каждый год по-своему чем-то был знаменателен. И там ни о каких легкостях, да, так сказать, или поблажках вообще не может быть. А какой больше запомнился? Ох, каждый очередной вот чемпионат мира я являюсь амбассадором данной версии, то есть представителем, единым представителем на нашей территории, на территории нашей республики. И знаете, каждый очередной чемпионат мне необходимо подтвердить свое звание, то есть выступить там, поэтому там уже имеется в наличии цифра 4. Ну, дай бог, не последняя. Вот. И каждый раз, приезжая туда, ты понимаешь, что ты прошла вот этот круг спирали, снова там через какие-то трудности, там, включая даже финансовые трудности, потому что ну, ни для кого не секрет, что у нас спортсмены действительно это голодные ребята зачастую, вот, как бы это ни звучало, потому что хороший спортсмен, как правило, голодный спортсмен. И голодный не только там в плане там, еды, там, живота и так далее, а в плане того, что он голодный до достижения, до победы. И вот пока ты все это соберешь, пока ты натренируешься, и ты считаешь, что ты более-менее готов где-то внутри, но все равно сомневаешься в себе, ты прилетаешь туда, ты видишь этот весь контингент спортивный. Есть люди, которые просто живут этим, и им действительно не нужно, вот как вот мы до этого говорили, работать и так далее. Они вот живут себе в кайф, работают в кайф, тренируются в кайф. То есть у них нет никаких напрягов там, и со стороны менталитета, там, ну, девушка тренируется. Там, на это на все смотришь и думаешь, да, не все так просто, правда. Не все так просто. И довольны ли вы заработком от кикбокса? Раз уж мы у Дастана спросили, я не могу не спросить у вас. Человек такое существо жадное, честно, ему всегда мало. Вот как. Ну, не будем скрывать, да. Ну, правда, если было бы больше, было бы лучше. Но мы стремимся, идем. Да, вам, конечно, успехов. А кто вы по профессии, Шахриза? Я вообще являюсь человеком при погонах, так сказать, несмотря на мои голые плечи здесь. Я закончила Академию МВД имени Эргиша Алиева. Непосредственно являюсь юристом. Планировала развитие дальше в данной сфере, милиционером в правоохранительных органах, но, знаете, в какой-то определенный момент я поняла, что, дело-то еще не закончено. Я с 12 лет в единоборствах, и, наверное, нужно добиться какой-то вышки, а потом уже непосредственно развиваться в профессиональную деятельность. И сейчас я совершенствуюсь, развиваюсь на спортивном поприще как спортсмен и как тренер. То есть я играющий тренер. У меня есть ученики, даже ребята выступающие, да. Это сложно. Это все равно, что, я не знаю, футбольный играющий тренер, да. Да, действительно, в футболе это ой как тяжко, не представляю, как в кикбоксинге. Тахир Муратович, скажите, пожалуйста, вот Шахриза сказала то, что в Кыргызстане наибольшее количество чемпионов мира по кикбоксингу. В чем причина, в чем формула успеха наших отечественных кикбоксеров? Формула успеха — это, наверное, наставники. Наставник. Вот как. То есть вы... Это Александр Хусейнович Воинов. Нет, не я. Это Александр Хусейнович Воинов. Это, я не побоюсь даже сказать, как есть. Это основатель кикбоксинга, именно мирового кикбоксинга в Кыргызстане. Со времен независимого Кыргызстана именно Кыргызстан узнали по миру благодаря нашим кикбоксерам. Как есть такая страна именно, которая вот Кыргызстан называется, а не СССР, не Казахстан, как говорят многие иностранцы, а именно Кыргызстан. И потому что наши кикбоксеры — это вот первое поколение наших чемпионов, заслуженных мастеров спорта.
Это такие имена, как Джамбулат Амантаев, Канат Садыгалиев, их перечислять устанешь. Али Барсуков, Руслан Абасов, ну, их нету вообще, ну, они ныне покойные, но все-таки они сделали имя для нашей страны. Они представляли нашу страну, защищали честь нашей страны на мировом рынке, в Лас-Вегасе, где они только не были, если честно. И это была звездная команда, именно золотое время этой команды, это было 2000 по 2004 года. Вот. Именно когда, с 99-го года, ошибаюсь, когда общекомандно Кыргызстан стал чемпионом мира. Это из 12 спортсменов максимальное количество золотых медалей. У нас тогда было 5 золотых, если не ошибаюсь, да. Общекомандно Кыргызстан стал первым в мире командно. После этого они поехали на Кубок мира, выиграли общекомандный Кубок мира, и вроде 2 раза они его выигрывали. Так стали чемпионами Евразии и чемпионами открытого чемпионата Европы. И Азии, естественно, вдоль и поперек. Это до сих пор лучший результат нашей Это один из сборной. самых лучших результатов. И я не побоюсь даже сказать этого слова, пусть это не звучит громко. Это единственный вид спорта, который провел домашний чемпионат мира. Кикбоксинг у нас в 99 году. И на стадионе собралось там больше 20 тысяч народу, если не ошибаюсь. Я сам тогда только пришел в кикбоксинг, я вот именно приехал. И я помню, я был на 3-м курсе и пропустил все пары, неделю всю пропустил. У меня были пригласительные билеты, вот каким-то образом мне не достались. И я каждый бой, даже я могу, если просто в эфир не позволяет, могу каждую весовую категорию вам сказать, кто с кем бился в финале, в полуфинале. Вот просто вот впитывал как губка, понимаете, и это и послужило толчком, наверное. Когда ты видишь вживую, это по-другому. Ты понимаешь, что действительно сильные духом и опытные ребята, и, ну, одним словом, красавчики, спортсмены. И вот они здесь состязаются с друг другом, ты смотришь, что лучше. Здесь идет не только личное качество, характер и так далее, а именно командная работа. Это понимание тренера, секунданта, плюс спортсмена, как они подсказывают, что они видят. И раньше это по-другому смотрелось. Сейчас это вообще, вот вспоминаю, когда другой ракурс. Я понимаю, что это была очень такая работа, это просто тонкая работа, понимаете, на грани все. Поэтому Александр Хусейнович Муинов — это номер 1, и ему нет равных, и мне кажется, не будет в нашей стране такого человека. Почему? Потому что это плеяда чемпионов мира. 12 чемпионов мира, если не ошибаюсь, по любителям, не по профессионалам, по любителям. Это очень большого стоит. Это 26-27-летняя история клуба «Гермес Профи», потому что «Гермес Профи» это считалось раньше сборная. Это потом пошли разделения на клубы и так далее, потому что это хорошо, с одной стороны, пошла конкуренция, здоровая конкуренция, в республике стало все развиваться. Поэтому это, понимаете, это осталось, это история Кыргызстана. Эти люди, которые написали свою историю и написали ее для нашей страны, нашей любимой родины, которые не один раз флаг поднимали так, что весь мир об этом знал. Такие имена, я же говорю, Малик Барбашев, братья Дущикеева, Тахир Талай, Маралбек Давлеткулов, Иса Мамбетов, Мирбек Сююмбаев. Он по сей день тренируется, ему 43 года. Он с нами в парах стоит. Он в парах стоит с молодыми, и ни одному молодому не даст повода. Потом следующее поколение, это Кумар Джалиев, Алена Фоя, я там был в этой команде. Кого он не назвал, пусть не обижается, просто сейчас столько ребят было много. И, конечно же, я знал о молодых ребятах, перспективных, потому что я в то время, когда они начали подниматься, когда они пошли первый свой путь, когда первый раз Шахриза стала чемпионкой мира, когда Дастан стал биться, я тогда жил в Москве. Я около 10 лет прожил в Москве и в Одессе, именно вот в Восточной Европе. И там у меня началась вот тренерская деятельность, у меня там пошла. Мои первые шаги, именно ездил по клубам, все как-то набирал этот опыт, смотрел, сравнивал с нашим. У нас просто свой стиль, у нас свой азиатский стиль, и у нас акцент делается на некоторые вещи, на которые они не делают. У нас был свой почерк. Чем конкретно отличается вот азиатский стиль ведения боя? Азиатский стиль, он более агрессивный еще. У нас агрессивно, и знаете, у нас силовой идет. И в основном у нас акцент идет на ударную технику рук. Вот. А европейцы всегда славились хорошими ногами. Но Кей-1, он стал развиваться с 2000-х годов. Вот. Первое пошло, и первопроходцами Кей-1 это были мы, вот, национальная сборная. Именно когда мы поехали на чемпионат мира в Ялту, это было в 2003 году. И это, тогда вот ВАКА, это Всемирная организация кикбоксерской ассоциации. Это признанная версия именно по миру. Она и входит сейчас в олимпийскую семью ее приняли. И когда мы там выступали, вот первый раз правила вели, как в боксе было. Каждый день взвешивания. Раньше кикбокс такого не было. Было проще, там ребята они подгонят вес, это все там и нормально. А вот мы были первопроходцами, именно каждый день взвешивания, потому что уровень, тогда я понял, что уровень совсем другой стал в кикбоксинге. Он вырос, и именно развитие Кей-1 тогда пошло.
И вот на данный момент, 25 февраля, у нас 2019 года, 19:00 во Дворце спорта имени Кааба Кожумкула будет турнир, посвященный кикбоксингу, именно разделу K1. Увидим мы не только отечественных бойцов, да? Я сейчас вам все объясню, скажу. У нас там вообще это промоутерская компания K1 Pro Max совместно с нашей федерацией кикбоксинга будет проводить этот турнир. И это не первый турнир, это начало. Это под эгидой ИВАКа все идет. А для чего все это делается? Это делается для развития наших профессиональных спортсменов. Чтобы наши ребята могли развиваться не за границей, а именно внутри нашей страны. Популяризация спорта. Чтобы молодежь смотрела и понимала, что там не просто не вы там подерутся там за грамоту, за медальку, а что это будет именно мотивироваться там с призами, с энной суммой призов, там именно со спонсорских пакетов и так далее. Вот у нас 25 февраля это будет основной бой у нас, бой за звание чемпиона мира. Это будет вот Дастан Шишеев у нас выступать против Алексея Додонова. Алексей Додонов, его оппонент, ему за 30 лет, но он такой очень крепкий парень, где выступал Дастан, вот на профессиональной арене в Татнефть-арена, да, вот дрался в лиге Татнефть. Алексей Додонов, он является обладателем чемпионского пояса именно мирового рейтинга и европейского гран-при. Это два пояса, так что у нас оппонент очень серьезный. И также в рамках турнира будут проходить рейтинговые поединки наших первых номеров, наших профессиональных спортсменов. Это Шахриза Халилова, она будет выступать против узбекской оппонентки. Соперница у нее чемпионка Узбекистана, призерка Азии, ну, она по нескольким видам спорта. Тоже такая очень, знаете, всесторонняя девочка. Так что, я думаю, будут очень интересные, зрелищные, красочные поединки, потому что карт там собран такой насыщенный. Там будет гран-при у нас 4. В гран-при у нас будут драться 3 чемпиона мира в одной весовой категории. Они будут биться за кубок и за секрет. Это сюрприз, я никому не буду говорить. Придете 25-го, увидите, за что они будут биться, чтобы это было, вот, оставалось интригой. Также будут наши драться именитые другие ребята, там, чемпионы мира и чемпионы Азии, также пару молодых ребят. Для чего все это делается? Я опять-таки повторюсь, чтобы именно молодежь развивалась, и это все развивалось у нас в регионах, чтобы дети видели, потому что эти ребята — это пример молодежи, подрастающему поколению, что эти ребята, они не родились там талантливыми и так далее, что они к этому все пришли благодаря труду, потому что надо любить трудиться. Если ты трудишься, ты будешь, как говорится, сыт. Голодный, но сыт. Понимаете? Поэтому что все это пришло нелегким путем. С Дастаном мы знакомы, если я не ошибаюсь, 2013 года. В 2013 году я в Москве такая как раз жил. Кто стал инициатором вашего знакомства, Дастан или вы? Дастан. Я тренировал, я тренером был. Мы работали в Город-Тим, и Дастан пришел на тренировку туда. И он взял определенное время, он подрабатывал тоже. Это было часов в 9 вечера, да, тренировал. Это было очень поздно, я еще удивился. Парень с Кыргызстана. И вот тогда мы познакомились, и я помогал ему там в подготовке к боям его. Вот у нас уже тогда пошло. И сложились такие отношения, знаете, теплые. Почему? Потому что мы представляем нашу родину и являемся, тем более он моего первого тренера по кикбоксингу, самый младший ученик, получается. Эукам Бергельч, короче, вот так вот. Хайдан Волоса, и пошло-поехало. Вот и с тех пор, вот, как вы видите, дошло до того, вот прошло вот буквально 6 лет, и сейчас судьба ему дает такую возможность, и промоутерская компания K1 Pro Max дает такую возможность подраться за титул чемпиона мира. И самое главное, это дома. Не где-то на выезде, а именно дома. Потому что дома это по-другому. Чтобы видел народ его, чтобы, как говорится, он доказал всем, в первую очередь себе, что он может дойти до этого, потому что у нас планы большие с ним. Это первый шаг, потому что WKF, она стоит внизу. Это, получается, организация, это одна из... Их много, 4 пояса их. Вот это первый шаг, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Вот первый шаг WKF даст, иншаллах, бюрса, если мы заберем этот пояс, то следующим шагом у нас будет, наверное, G-Pro, пояс за звание чемпиона мира по версии G-Pro. А даст Бог, если это мы сделаем, поставим, у нас задачи, просто цели стоят сейчас, то потом будет у нас задача забрать пояс W5 по версии W5. И, естественно, самое последнее,
надеемся мы забрать это в АК-Про. И тем самым, чтобы наш Достанчик стал абсолютным чемпионом мира. И это ждет каждого парня. Потому что Который именно придет к вам. компания Киевом Про Макс совместно с Федерацией кикбоксинга, она именно нацелена на это, чтобы развивать наших отечественных бойцов, а не каких-то там иностранцев тогда, чтобы наших ребят мы проталкивали, именно чтобы они били здесь и ехали за границу биться за звание сразу, чтобы понимать, что были чемпионские бои у них, а не так там. Чтобы один бой, да, он провел там рейтинг, чтобы раз дальше пошел за звание, раз именно возрождение профессионального кикбоксинга, чтобы была мотивация у ребят, чтобы у них глаза, как у нас в свое время, знаете, вот, горели, как Шахриза уже сказала, там проснешься и раз эту серию на автомате сделаешь. Но чтобы они так вставали на автомате и успели гимн Кыргызстана, к примеру, понимаете, и чтобы это здесь было, и все это шло к тому, чтобы, опять-таки, прославить нашу Родину. Да, Достан, вам слово. Послушав вашего тренера, я понял, что у вас, ну, прям наполеоновские планы на будущее. Скажите, какова ваша подготовка к Алексею, к вашему предстоящему сопернику по бою? Вы подготовились уже? Да. Придумали свои наработки, наверное, да, свои домашние задания? Есть такие у вас в арсенале? Все планы хороши до боя. До боя. До первого удара. Вот говорят, профессиональные бойцы обычно говорят, вот сколько бы ты ни тренировался, ни нарабатывал, вот во время боя ты обо всем этом забываешь. Так ли на самом деле, Достан? Или вы все-таки придерживаетесь плана тренера? Нет. Должно быть план, должна быть тактика. И вот, ну, насколько важно быть умным. Да, важно быть умным, вот, правильно. Надо уметь вовремя бить. Вот именно профессионализм этими отличается, да. Вроде бы он тоже боец титулованный, да, сильный, он тоже умеет бить. А надо уметь бить в нужный момент, в нужное время. И вот профессиональный спорт этим, наверное, отличается. И да, я готов. Для меня это очень большая ответственность биться у себя на родине, потому что приедут мои родные болеть. В какой-то веке здесь они будут болеть, да, не за рубежом. И это уже чувствуется. И вот как вот Алексей Додонов, у меня соперника до этого времени не было. Даже вы можете зайти в YouTube, посмотреть все мои бои, сделать анализ, посмотреть бои Алексея Додонова. Да, он очень опытный парень. Я очень рад, что мне предстоит шанс драться таким титулованным спортсменом, опытным у себя на родине. И я готовлюсь, можно сказать, по-своему на войну. Войну, которую я должен выиграть, а потом умереть. Ух ты, да, запомните эти слова, уважаемые телезрители. И скажите, Достан, ваша самая сильная сторона и самая слабая, вот будьте честны с нами. Что у вас лучше всего получается и что вам еще нужно дорабатывать? Ну, мы все день учимся, развиваем, потому что у нас есть сильная команда, у нас есть вот главный тренер Тахирага, у нас есть дядь Шаш, Александр Воинов, люди, которые поддерживают, Константин Куценко, я отдельно хочу им благодарить. И наша сильная команда Гермес Профи, и всех моих тренеров, и все они мне помогают, чтобы я добился больших высот. И к этому я иду вперед, и учусь сей день. Я не могу прям сказать, определенно какой-то я делаю лучше, да? Ну, для вас, вот, когда вы на бой выходите, вы, наверное, готовитесь? Вот сейчас я свою коронку покажу. У вас есть что-нибудь такое в арсенале, коронное? Вот, как до этого говорил, с агрессивностью, да, азиатской нации. Вот. И я не только, я так думаю, наверное, все спортсмены, азиатские спортсмены, вот наши бойцы, кыргызские бойцы, они, что у нас хорошо, это мы очень сильные в духом, да. Вот, у всех спортсменов, которые смешанные единоборства, кикбоксинга, других видов тайских боксеров дерется, они вот
сильный духом, да, этим мы, наверное, мы отличаемся. И мы не умеем сдаваться, да, и это очень хорошо. Когда человек не сдается, он борется, да, борется, хочет выиграть. Каждый человек по-своему борется. Кто-то за жизнь борется, а кто-то за здоровье борется, а кто-то вот быть лидером. И я думаю, в этом именно наш, можно сказать, большой плюс и духом, да, духом. Как говорят Айбек Мусаев, мы за Кыргызстан кровью, потом, и надо будет в жизни, да. Ну, действительно, отрадно видеть настолько духовитых бойцов у нас в Кыргызстане. Шахриза, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что для вас важнее? Моральная устойчивость в бою или все-таки физическая устойчивость? Ну, наверное, моральная, учитывая то, что это ментальная все-таки составляющая, ну, я думаю, гораздо важнее. Моральная устойчивость. Ну, даже не только конкретно для меня, да. Зачастую эмоции, которые там могут взять верх над человеком, они, как правило, управляют им. Поэтому, я думаю, моральная составляющая, моральный климат во время подготовки, уверенность где-то в себе, где-то и неуверенность в себе, они все-таки играют большую роль, нежели там наличие там силы там, и так далее. Все-таки интеллект и психологическая составляющая, они, я думаю, больше решают. Потому что так разобраться, что ты атлет подготовленный, что твой оппонент, он такой же атлет и также подготовлен, может быть, даже лучше. И вот здесь уже начинается битва интеллектов. Либо ты умнее, либо он умнее, либо ты подготовленнее, морально готов к тому, чтобы забрать это дело. То есть непосредственно победа, да. Либо он. А вот как вы готовитесь к предстоящим боям? Вот, как мы услышали здесь, вам придется биться с представителем Узбекистана. Вы до этого были знакомы с ним? Нет, я бы, честно, я немножко перефразировала бы вас. Мне не придется биться. А дело в том, что мне предоставляется такая возможность. Это совсем другое. Дело в том, что есть люди и есть бойцы, которых нужно сдерживать, прежде чем. Вот они все время хотят драться. Дайте мне бой. Там. Вот подходят и главного тренера нашего трясут. Хочу драться. Когда он на соревновании, когда старт. А вы есть таких? А есть таких. Я хочу драться. Мне нравится ездить на выезды, на соревнования. Тренировочный процесс, понимаете, это вот как риск. Он должен быть оправдан. Ну да, ты точишь свой навык, ты там точишь свой кинжал, клинок, грубо говоря. Тебе же хочется рано или поздно его применить, да? И вот то же самое касательно боев. Понятное дело, что ты там тренируешься 24 часа в сутки, но это же должно быть оправдано. Ну, и здесь, когда есть такая возможность действительно подраться дома, благодаря таким замечательным людям, почему бы ей не воспользоваться? Хорошо. И следующий вопрос. В чем вы превосходите остальных кикбоксеров в Кыргызстане у нас? Ой, женственностью, Красотой, да? однозначно, красотой, да, стану говорить. Женственностью. Так. Ну, не знаю. Я думаю, каждый из нас по-своему уникален. Ты же хорошо готовишь. Да. Я не знаю, кстати, вот сейчас мы, до того, как начался эфир, мы говорили о том, что один из членов нашей сборной, кстати, который тоже будет биться в данном турнире, он готовит кашу другому из наших членов сборной. И я такая, говорю, Чингис умеет готовить кашу. Да, кстати. Чингизу привет. Да. Вот. Ну, то есть, меня, наоборот, это очень радует. То есть, молодые люди, мало того, что там они в ринге красавчики, они, значит, и по жизни там голодными не останутся, сами себе приготовят. А вы что-нибудь готовили когда-нибудь нашим джигитам? Пловчикам? Нет, нашим нет, знаете. Другим да, а нашим нет, да? Ну, как сказать, своему джигиту, может, и приготовлю, дай бог, да. Кстати, о джигите есть у вас кто? Есть. Есть? Да. Хорошо, ладно. Я, конечно, шучу. Скажите, как парню добиться вашего расположения? И как ваш молодой джигит добился все-таки вашего расположения? Я не знаю. Он с вами на спарринг вышел или как? Нет. Ну, сейчас уже более-менее мы как-то спаррингуемся, так сказать. Ну, наверное, моральная составляющая какая-то. Мы очень близки с ним по духу, по волевым качествам. Знаете, я думаю, что каждая женщина, которая себя чувствует уверенно, да, нуждается в мужских плечах. Да. Однозначно. Каждая женщина, которая... Какой бы она сильно ни была, знаете, даже вот тяжелоатлетки, девушки, которые борьбой занимаются, там, как бы она ни выглядела, она внутри, она девушка. Она такой же цветочек, который там своего садовника ждет, который будет его поливать. Вот.
Мужчины не дадут соврать. Конечно, другой вопрос в том, что там спортивные мужчины, они очень энергичные, молодые люди очень любвеобильные, и к тому же довольно популярные личности, это да. Но так же, как и, наверное, людям, которые вокруг меня, рядом со мной, либо испытывают ко мне определенную симпатию, там, также молодой человек, ему приходится терпеть определенные издержки, да, связанные с этим. Ага, на нее посмотрели, ее узнали. Ну, как-то так. То же самое там касательно поклонниц наших молодых людей, в том числе главного тренера. Я просто представляю, какое несметное количество девушек их хотела бы видеть рядом. Там, я не знаю, готовы бои устраивать реально, чтобы их добиться. Поэтому это сложно. Вот скажите, Тахир Муратович, вы знакомы со всеми вторыми половинками ваших подопечных? Нет. Вы не знакомы? А почему вы не знакомите? Не, подождите. Здесь просто вторые половинки. Недоразумение, да? Я знаю, как, знаете, что спортзал — это их второй дом, и до этого вопрос задавали, ну, как смотрит Шахриза на это все. Я бы сказал, это лучше видно со стороны, но тренера могут сказать за подопечных, именно за спортсменов, какие они есть. Я вам скажу, Шахриза дисциплинированная, она у нас хорошая, умеет готовить, кушать, комсомолка, красавица. И Колым за нее будем просить очень большой. Меня просто так не отдадут Да, замуж. мы просто, ребята будут за нее биться на деньги. Представляете, целая сборная встанет. А самое главное, это у нас, самое главное, это как и нас учит, и учил, и учит по сей день, даже вот младшее поколение Александра Хусаиновича, это моральный климат. Моральный климат — это то, что мы там все как братья, понимаете, братья, сестры, ну, родня, мы одна семья. И, допустим, если заболит мизинчик, то это отражается на всем теле. Вот у нас вот такие вот понятия, и поэтому у нас такие, у нашего президента Федерации кикбоксинга, наставника нашего, заслуженного тренера Крымской Республики, Александра Хусаиновича, столько много было и есть чемпионов, подопечных, которые еще идет плеяда, потому что его чемпионы тренируют, молодые поколения чемпионов. Понимаете, это все идет. И почему? Потому что самая главная основа — это был моральный климат. То, что мы — это одно целое, мы одна семья. Как говорит, сила в единстве, берлихте. Вот. А вы вот собираетесь вместе даже вне тренировок? Да, обязательно. Когда мы собираемся, это покушать аж. Мы любим это поделать. Как говорится, любим повеселиться, особенно покушать. Когда Мы вес не собираемся, гоняем. естественно, да, мы звоним, просто многие на работе бывают, вот поэтому не со стыковки, а так. В месяц 3-4 раза мы стабильно где-то приседаем, чаепитие у нас идет, общение, потому что это развивает. Просто сейчас чуть-чуть холодно, а будет теплее, естественно, у нас выезды будут. У нас сейчас именно программа большая, предолимпийский сезон, почему? Потому что кикбоксинг вошел в олимпийскую семью, и поэтому у нас планы, как говорится, Барбаросса, но надо потихонечку осуществлять нам, и просто ходить по земле, а не летать там в облаках. И, естественно, у нас очень аналитика сейчас, у нас очень сильно сейчас развита аналитика, именно анализ происходящего и прошедших турниров. Многие тренера даже не знают это понятие, не делают. Но с Александром Хусаиновичем у нас обязательно по каждому спортсмену, по каждому эпизоду у нас аналитика, кто, что, как, какие проблемы у спортсмена. Если у них какие-то недочеты, мы стараемся помочь решить эти вопросы. Вот это у нас на первом месте. Это самое главное, как говорится, Денис Олук. И правильно заметила Шахриза, также Дастан, это морально-психологические качества, именно стрессоустойчивость должна быть у спортсмена. Потому что действительно они очень много проходят. И чтобы достичь высот, мы должны, вот именно тренерский штаб, сделать так, чтобы они не думали там о проблемах с СМИ, чтобы они знали, вот поставлена задача, которую надо выполнить. А то, что все в ней... Это... Прошу прощения, конечно, Тахир Муратович, буквально пару мгновений осталось до окончания нашего эфира. В конце хотелось бы попросить вот о чем. Дастан Шаршеев, Шахриза Халилова, в двух словах, пару напутствующих слов о будущем чемпионам по кикбоксу. Ведь они, не секрет, за нами сейчас следят, за вами следят. Вот пару слов напутствия в эфир. Скажите, пожалуйста, Дастан, от вас... Даму вперед. Ну, я к вам обратился справа так от ведущего. Ну, я же тут все-таки лидер, как сказать. В двух-трех словах. Лидер — это хорошо. Надо быть по жизни лидером. Спасибо, Дастан. Спасибо вам. И В двух-трех словах. знаете что?
человеку все дано. Вот мне сейчас 28 лет. Я думаю, что у меня вот все вот начинается, да? У вас только все Да. начинается. И не важно, сколько тебе лет, никогда не поздно начать то, что ты хочешь, то, что ты любишь. И не поздно. И я думаю, никогда не стоит сдаваться и опускать руки. Потому что человек должен бороться и добиваться. Добиваться уважения, высот и больших возможностей. А тех, кто нас сейчас смотрят, и многие тех, кто на мне пишут, я скажу молодым ребятам, что все возможно, надо лишь этого хотеть. Вот все хотят быть спортсменами, все хотят, но делает это единые, да? Вот все хотят быть чемпионами, но, к сожалению, это не каждому дано. А для этого нужен большой труд, количество определенного времени, которое ты должен давать. Это нервы, здоровье и команда. И ты это должен понимать в тот же момент, в некоторых момент придется где-то вот останешься без денег. И либо ты выбираешь конкретно тренировку или работу. Это очень основной момент у каждого спортсмена, они вот так идут. Два варианта. Либо ты работаешь, кормишь, либо ты не работаешь, а делаешь свою карьеру. И я в многих случаях выбрал спорт. Спорт. Поэтому... И не прогадали. И я думаю, спорт это, знаете, вот вне политики это, вот такая вещь прекрасная, да? И не надо его портить. Спорт это то, что у нас есть. Спасибо большое. Это был Дастан Шаршиев, чемпион Азии и Евразии по бирманскому боксу, а также победитель многих профессиональных турниров по K1. И, Шахриза, вы вот в двух словах, пожалуйста, напутственные слова нашим телезрителям. Дорогие телезрители, если среди вас есть те, кто хотел бы заняться кикбоксингом, там, каким-либо видом единоборства, или просто тупо хотел бы привести себя в порядок, знаете, нам жизнь дается всего раз. Нет научного, практического, фактического доказательства того, что есть у нас еще несколько жизней. Поэтому я думаю, что именно сейчас нужно взять себя в руки и начать работу над собой. Что касаемо нашего поприща, восточных единоборств, да, кикбоксинга в том числе, это сложно. И если бы действительно это было легко, это умел бы каждый. И уже за вами остается выбор непосредственно. Выбор специализации, так сказать, вида спорта и так далее. А также выбор, прийти на наш турнир или нет, посмотреть на нас или нет. Знаете, а людям, которые уже сделали определенный выбор и находятся в этом положении, хотела бы пожелать терпения и труда. Терпение и труд, как говорится. Для вас выступала Шахриза Халилова, четырехкратная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии 2016 года, а также обладатель Кубка мира 2016 года по кикбоксингу K1. Обязательно приходите и поболейте за своих. Спасибо вам, главному тренеру Тахиру Муратовичу, главный тренер национальной сборной по кикбоксингу. Спасибо вам за беседу. Мы узнали много нового для себя и вновь почувствовали дух наших кыргызских спортсменов, отечественных спортсменов нашей славной родины. Для вас работал я, Азирет Туратбеков. Как и все хорошее, наша передача имеет свойство заканчиваться. Спасибо вам за внимание. Занимайтесь спортом, берегите свое здоровье.